Дорогие друзья, Дом творчества села Хатасы, оказывается, имеет еще вот такую шикарную теплицу. Посмотрите, как здесь зелено. Здесь практически бушует лето, хотя за стеклами этой теплицы всего лишь начало мая. Сегодня поговорим, как выращивать вот это вот все, вот это богатство, вот эту всю зелень. Поговорим с педагогом дополнительного образования Дома творчества села Хатасы Октябриной Семеновной Михайловой. Октябрина Семеновна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, вот я здесь гляжу, у вас уже прям цветет буйство красок петунии. Да, это у нас... Весь ряд, видимо, это все петуния. Этот ряд, вся петуния. Угу. У нас тут разноцветные, красные, синие, белые, розовые. Прям по сортам еще разделили. Угу. Вот это вот она какая-то бархатная, да? Да, красивая. это у нас и зивей здесь сидит, и тайдалы есть. Ну, они кустами растут. Угу. Смотрите, я смотрю, у вас вот здесь прямо она зацвела, а рядышком совсем пока еще цветение вот только-только начинается. Это все зависит от чего? От сорта или от того, насколько рано вы посадили рассаду? Вот эти, они с декабря сидят, посеяли вот эти С петунии. декабря? Ага, ну, То есть у вас теплица вегетативные. круглогодичная? Нет, это мы сперва дома садим, ну, в кабинете, а потом уже пересаживаем здесь, в теплицу, когда вот отопление дают, и мы сюда... Отопление примерно когда вам подключают? В марте, в начале марта. Понятно. И через неделю они уже тут будут. Друзья дорогие, оказывается, вообще вот Дом творчества имеет такое, скажем так, ну, очень важное значение для вообще всего села и даже для города. Для нас, для горожан. Потому что все вот это вот буйство красок, оно потом переместится на улицы села Хатасы и даже украсит городские площади города Якутска. Да. Вы посадили вот эту петунию в декабре. В декабре. Вот это да. А вот эти мы садили 14 марта. Сперва мы сеянцами посеяли, а потом уже пикировали. Пикировали. И причем, посмотрите, обратите внимание, друзья, пикировка прошла прямо вот плотно-плотно. Я впервые вижу, вот, что вот можно так прям плотненько-плотненько посадить. И она у вас сидит прям вот, ну, как грядки же у вас тут, да, целые? Ну, у нас стеллаж, и прям тут несколько тысяч. Сколько земли здесь у вас примерно? Примерно высота? так. Высота 10, вот так вот, столько где-то, да? 10, То есть 12. корни у петунии, они не очень, ну, такие вот, Ну, они как уже, сказать? сейчас они уже с корнями мощными сидят. То есть Да. уже они готовы практически. И Уже. что-то вы продаете, видимо, реализуете, да? Да, половина здесь уже должна реализоваться с середины мая. И половину мы уже должны на озеленение отправить в села Хатасы и на наше учреждение. Октябрина Семеновна, подскажите, а вообще вот вы давно стали заниматься разведением цветов? Вот ваш центр именно, ваш Дом творчества? С 2007 года у нас. С 2007-го, и вы добились уже, конечно, каких-то вот неких, ну, результатов, скажем так. По вашим наблюдениям, когда нужно сажать, ну, обычным, допустим, садоводам, любителям вот эту петунью, чтобы она, ну, скажем так, вот в первые же дни июня, когда люди переезжают в свои садовые огороднические участки, вот на эти участки переезжают на дачу или там в загородные дома и украшают свои участки. Но чтобы было красиво, так вот, знаете, цветы радовали нас. Когда примерно лучше сажать? Ну, В декабре, что ли? желательно В декабре рановато, января, мне кажется. январь, февраль. Январь. Ну, Ага, чтобы получить январь. такую красоту. Такую красоту именно в первых Да. числах июня, да? Да. Угу. А вот это вот, посмотрите, друзья, вот весь этот коврик, ну, еще раз напомним, что это рассада у нас примерно мартовская, да? Мартовская. С марта. Угу. А сейчас у нас на дворе сегодня какое число? 4 мая. 4 мая. Представляете? Вот какого размера, какого роста достигла вот эта петуния. Весь этот ряд, я напомню, у нас это все петуния разных сортов. Да. Октябрина Семеновна, ну вот эта грядка, под какие цветы у вас она вся ушла? Ну, здесь высокорослые цветы сидят. Именно этот ряд.
астры, Вот она, как бархатцы. оказывается, выглядит, эта Да. астра. Вот, ну, как она Ну, растет. здесь у нас разные цвета. Мгм. И по цветам мы разделили астры. Есть высокорослые, есть маленькие, и есть помпонные. Мгм. А это у нас бархатцы, Мгм. клоун называется. А это у нас георгины, веселые ребята сорт. Веселые ребята? Да. Какое веселое название. Так, Да. дальше. Дальше у нас шток роза, вот Мгм. половина бордо и красные, желтые есть сорта. Да? Посмотрите, сразу вот вопрос такой, да? Здесь уже начинается кое-где цветение. Опять-таки, в какое время вы их посадили? А мы вот это вот в конце марта посадили. Мгм. Все цветы в конце марта посадили, вот эти вот, да? Вот эти, ага, в конце марта были. Мгм. То есть это были семена обычные, Это да? обычные семена были. Да, мы Вначале вы сажали да, в маленькие маленькие чехлашечки, да, какие-то? стеллажечки, и потом уже пикировали. То есть все эти растения, они уже прошли пикировку. Спокойно можно взять. И они, кстати, уже, Они уже все в в горшочках. горшочках, да, то есть уже можно прийти и покупать, да, Да. видимо. А когда их пересаживать в грунт нужно? Вот сегодня 4 мая, примерно когда? Ну, мы их пересаживали в апреле. В апреле пикировали, Да. так, а посадили в марте, пикировали в В апреле. конце марта посадили, и в середине уже Апреля апреля пикировали. пикировали. А вот уже в грунт когда примерно? А в грунт уже после заморозков. После Да. заморозков. У вас в Хатасах когда примерно заканчиваются заморозки? Это Хатасы у нас пригород города Якутска. Ну, обычно садят после 5 июня. После 5 июня Да. у вас примерно, да? Да. То есть уже в грунт можно, когда земля уже вся подтает, верхний Да, слой, да? Ведь где-то мы живем на 10-15 вечной мерзлоте. сантиметров. Сколько сантиметров? 15 сантиметров. 15 сантиметров. А прям измерять надо или вот Ну, можно нет, просто не вот... обязательно. Ну что, вот она рыхлая земля. Обычно в начале июня у нас заморозки же бывают. Прям до 10 чисел уже, да? Так. И в основном они наблюдают, ну, любители, огородники, да, и в конце, ну, после 10-11 садят. Ой, уже как в грунт. жарко здесь, просто тропики, друзья мои, даже не поверите, как будто это июльская жара, прям Да. 40-градусная. Вот, вот эти цветы, как вы за ними ухаживаете на момент, когда они только-только набирают силу? Ну, Чем поливаете? Обычная вода или что-то еще добавляете? обычная вода и иногда вот подкармливаем. Я подкармливала гуматом, Гуматом. Так. да, и все. До этого мы, конечно, сперва обеззараживаем землю обязательно перед посадкой. То есть перед посадкой. Фитоспорином, да. Октябрина Семеновна, а вот эти вот цветочки, которые вот совсем-совсем махонькие, когда вы их посадили и что это за цветы? Это у нас астры. да. Опять-таки астры. Да. Вот там Ну, вот астры и вот здесь астры. Ну, они Они недавно еще малыши. малыши совсем, Примерно когда вы их посадили? да. Неделю назад. Ой, за неделю, посмотрите, они Ну, они- вымахали до сантиметров 5, да? Да, Вот примерно. это да. Ну, И вы их пикир- сразу пикировали или как? Или Пикировали. отдельно прям в каждую вот Нет, горшочек нет, это посадили? пикировка. Уже пикировка прошла. Уже прошла пикировка? Да, прошла Вот уже. Они это же в да. отдельные горшки сидят уже все. Да, уже все в отдельных горшочках. Как вы их поливаете? Опять-таки только гумат калия, Нет, да? Нет? ну, и подкармливаю, да, именно этим. И А с какой частотой вы подкармливаете? Раз в неделю? раз в неделю. Раз в неделю гумат калия. И вот такое вот шикарное у нас вот буйство красок. Еще Ну, гумин я использую, кстати. Гумин. Что он дает, этот гумин? Ну, если вот пожелтение, там, вялость, когда поливаешь ими, тогда она вся зеленеет. Начинают веселеть, да? Да. Здорово. А когда, допустим, вот те астры и вот эти астры начнут давать вот, ну, пышные такие вот красивые цветы, за что мы и любим эти астры? Да, примерно в конце июня, начало В июля. конце июня, в начале июля, да? То есть вообще астры, они же высокие, примерно какой высоты достигают астры? Вот эти у нас где-то 60 60 сантиметров, да? Да. То есть, допустим, вот смотрите, если украшать свою клумбу, да, 50, цветочную, 60. 50-60 это астры, потом чуть пониже. А вот что чуть пониже можно посадить? Ну, чтобы красивая клумба у нас была, такая по нарастающей.
Можно вот эти бархатцы. Бархатцы, низкорослые. они низкорослые. Примерно да. это сколько сантиметров? Ну, есть разные, есть 10-15, маленькие совсем есть. Есть 10-15. А потом уже вот и петунью можно, да, Да. тоже как бы. Петуния тоже она... Петуния тоже н- может не же выс- пойти да, сразу. сразу с астрами Да. рядышком, да. А если мы захотим сделать 3 этажа? То есть астры, что-то там еще и что-то еще. Бархатцы, вот мы сказали, можно петунью посадить. И третий этаж, вот самый нижний, это вот Самый какие цветочки? нижний можно лобелию. Лобелию. Да. Она такая, в общем, Она, низкорослая, да, да? низкорослая вообще. А, вот как красиво. Можно, ну, как бы для начинающих попробовать украсить свою клумбу цветочную. Можно еще портулак посадить. Портулак, он тоже цветет? Цветет. Цветет, и он, какой он, ну, примерно? Ну, тоже вот так. Небольшого где-то роста, так, да? Небольшого роста. Где-то сантиметров 15, наверное, 20, да? Нет, Хорошо. 20 нету. А, Она нету. вот так стелящаяся. А, стелящийся портулак. А вот это вот, что это вот Это такое у нас пестренькое? шафраны стоят. Шафраны. Расскажите про шафран. Чем он хорош? Ну, он очень пышно цветет, и она высокорослая. Яркие, сочные цвета, желтые, оранжевые. Шафран, он тоже как астра Он тоже, достигает, да? да, тоже Ух ты. высокая. Красиво. А вот любит он, вот имеется в виду вообще капризное, не капризное растение? Нет, ой, вообще не капризное растение. То есть любит солнце, ну как Солнце все растения, можно да? даже его посадить Немножко в рядом тени? с капустой, Мгм. зато этих Насекомых, не будет. То есть это вот такой вот, скажем, охранник, да? Мгм. Будет охранять вашу капусту. Ну, здорово, шафран. Шафраны и бархатцы можно так И посадить. бархатцы, да, про бархатцы я знаю, что это очень такое полезное растение. Так, здесь у нас что? Здесь у нас астры тоже. Мгм. Ну, они тоже, видимо, такие вот Мгм. малыши еще. Да, Вы их малыши. недавно, видимо, посадили, да? Да. Когда они наберут вот свой, ну, как бы вот приблизиться к цветению? Эта посадка у вас тоже где-то Да. Мы посеяли их в конце марта в тоже. конце марта. Ой, ну смотрите, какой труд, а! И вот дождаться с конца марта, это у нас практически зима была еще, да, и вот только-только они, вот смотрите как, только-только набирают вот свой рост. Так, а цветут они где-то, вы сказали, в июле, да, начнут цвести? Да. В начале июля. Ну вот видите, с астрами, конечно, друзья, те, кто хотел бы посадить астры, увы и ах, к сожалению, вы уже опоздали, да? За лето они, ну если сейчас посеять, то не успеют ведь Ну, они в конце в августа. в конце августа могут Да. вырасти, да? То есть астра это еще не все потеряно, да? Конечно, можно не все вырасти. потеряно. Так что, друзья, Даже берите петуни на сейчас вооружение. сеют же. Да, берите на вооружение. То есть можно сейчас, вот в эти дни, те хозяйки, которые, ну, скажем так, заработались, забыли про свои огороды, участки, сейчас в данное время можно посеять петунью, можно посеять астру, но опять-таки цветы Бархатцы появятся, можно. бархатцы, и появятся Цинии. цветочки В конце июля и в августе. в августе, Ну, вот да? эти в августе. будут. В эти в августе. А цинии, они что, вот, тоже они высокие? Они тоже есть низкорослые, есть средние, есть высокие. Разные высоты. Разной высоты. А есть у вас вьющиеся растения? Мы еще не посеяли их. Еще не посеяли? То Да. есть их рановато еще сеять? Но они очень быстро растут. Поэтому Я у себя посадила, кстати, они у меня уже вот такие. Да. Вот. То есть я их совсем недавно посадила. И да, они как-то очень быстро. опомнилась, что уже как бы лето на носу, а у меня нет цветов. И мне нужны именно вьюнки. В мае желательно. В мае желательно. Да. Мгм. А вот какие еще культуры можно посадить в мае, и которые, ну, не надо торопиться? Вот я слышала какие-то кабачки, да, наверное, или что? Тыква. Тыква, кабачки, огурцы. Вот уже время сейчас. Время сейчас их высаживать, да? Ну, уже замачиваем, потом уже сеем, да? Мгм. А вот здесь у вас в теплице температура примерно какая? Ну, наверное, градусов сейчас вот под Около 40 явно. Да. Потому что ну, невозможно здесь находиться вот как в парилке какой-то, да? И очень-очень влажно. Поливаете вы когда их? Утром. Только Утром. утром, один раз. Да. Обильно или как-то вот? Ну, смотрим, насколько она высохла. По мере высыхания тоже смотрим. Некоторые мы, например, сегодня не поливали. Не поливали, потому Да. что земля влажная, да. Да. То есть есть риск, что перелить можно, да? Да, конечно. Ежедневный полив или
Ну, мы желательно ежедневно поливаем. Мгм. То есть в теплице это нужно делать Потому что, ежедневно. А если на окне стоит вот дома, в домашних условиях? ну, там уже смотрите по мере высыхания. Ну, здесь у нас слишком жарко, поэтому почти что каждый день поливаем. А А так так дома? желательно раз в 2 дня можно. Ну, раз в 2 дня. Мгм, хорошо. Идемте дальше. Какие еще у вас культуры тут растут? Пока вот непонятно, только по листикам можно понять. Но вот я уже забыла, что это вот тут вот. Это у нас астры. Это астры. Вот они такие вот, как звездочки, как вот, не как звездочка, как они вот, ну, листики такие вот остренькие, С да? острыми листьями. Мгм. А вот это А это у нас уже перцы. перцы. Сладкие перцы, М. калифорнийское чудо у нас. Мгм. Калифорнийское чудо. А перцы какие у них? Крупненькие плоды или Ну, не миленькие? крупные. Крупные, да? Да. Калифорнийское чудо, они крупные, да, Да. перцы? Продолжаем разговор о перцах. С поливом, с подкормкой. Ну, уход у нас, конечно, каждодневный. Каждый день поливаем, рыхлим по мере затвердевания, да. И, конечно же, мы сорняки тоже своевременно убираем. Прополка. И тоже вот подкармливала гумином. А вот у вас сорняк. Мгм. А вот, ну, рыхлите как? Корни где они находятся? Далеко, глубоко? Вот Ну, не чем сильно. вы рыхлите? Ну, у нас Руками есть, или как? есть вот так перчатка специальная Так, с такими с коготочками, да? коготочками вот ими. Так, мгм. И вы слегка вот так вот. Чуть-чуть слегка вот рыхлим, все. То есть пока корни, они еще такие нежные, да, Конечно, видимо? они все Мгм. очень-очень нежные Ну, сейчас. знаете, вот, друзья, вот прям, ну, все растения очень здоровенькие такие, ни одного такого какого-то пожухлого листика не видно. А подкармливаете чем? Ну, сейчас у нас подкормки уже пока нет. Чисто Ну, в полив, самом уход. начале вы чем-то подкормили, да, когда Ну, я посадили? гумином. Пикировали гумином. Да. Мгм. Хорошо. Следующие у нас культуры какие? Мы У нас переходим плавненько томаты. к томатам. Друзья, томаты – это просто песня. Посмотрите, какая шикарная грядка с томатами. Что это за сорт у вас тут? Это у нас дачник сидит. Мгм. Значит, здесь сорт дачник. Чем он хорош? Ну, самый неприхотливый сорт. Не такой уж и высокорослый. Где-то высотой примерно вот так 70 сантиметров будет, да? Неприхотливый в каком плане? Ну, не болеет. Мгм. Ну, в основном они же болеют, же, когда пересаживают. Но она сразу вот берет корни. Мгм. То есть корни сразу вот прям Да. Ну, уютненько самый так. лучший сорт для меня. Самый Дачник. лучший? Да. А помидоры какие плоды? Крупные? Средний. Средние. Средний, и очень много бывает плодов. И самое неприхотливое, лучшее, я думаю, вот так. Даже лучше хаиксита нашего местного сорта. Ну, хаиксид я не пробовала ни разу. Первый только раз вы первый раз пробуете, да? будем Я тоже первый пробовать. раз буду пробовать помидор хаиксид. Посадила Ну, недавно. хаиксид говорят, что посынковать Его не надо не надо, посынковать. говорят, да? Мгм. А дачник Ну, его тоже говорят не надо, Но но вы всё ну и равно все равно посынкуете, посынкую, да. Мгм. А примерно низкорослый, вот он какого ростика может достигнуть? 50 сантиметров Ну, или где-то 50-70. 50-70? То есть От- не великан, да? Да, не великан Мгм. вообще. Скажите, вот многие огородники начинающие сталкиваются с такой проблемой, когда они прям радуются, ой, сколько зелени, а оказывается, ну это неправильно. То есть для того, чтобы, ну то есть растение идет в массу, как бы в зеленую. Что происходит? Вот как избежать этого? Ну, некоторые ну, от земли, наверное, зависит. Если слишком жирно, да, то она может просто так расти. Азофоской можно подкормить, калийным удобрением можно подкормить. Именно для завязи, да? Да, вот, ну, чтобы она цветочка? плоды дала, да? Плоды, да. Ну, для завязи есть же завязь специально, вот опрыскивает же цветы. То есть вот так, да? Да. То есть вот таким вот нехитрым способом можно, в общем-то, добиться
хорошего урожая. Мгм. Дорогие друзья, ну вот, мы побывали в этой теплице шикарной, Дома творчества села Хатасы, познакомились с будущими, можно сказать, урожаями и узнали, какие растения высаживают сотрудники Дома творчества. И просто восхищены трудолюбием людей, которые вот ухаживают за этими растениями. Поблагодарим нашу героиню. Октябрина Семеновна, большое спасибо, что вы стали героиней нашего репортажа, скажем так, да. Желаем вам успехов дальнейших в вашей работе. И пусть ваша зелень только набирает силу, цветет, становится красивой и украшает нашу жизнь. Спасибо.